Всем привет! Сегодня мы записали подкаст с Адиль Устазом и Хайрбек Устазом на тему вообще всего, что происходило за эти 8 лет Today. В особенности мы поговорили о школах, НИШ, БИЛ и РФМШ, и о нашем личном опыте, который мы прожили за эти годы. Я думаю, вам будет интересно послушать мнение немножко нестандартных руководителей образовательных центров, которые являются больше практикующими педагогами, нежели чем предпринимателями. Это наш первый подкаст, поэтому я думаю, это будет очень полезно для родителей, которые у нас обучаются, которые будущие, наши ученики. Для вас это будет очень полезно, поэтому не скупитесь на лайки, комментарии, а то нам потом будет лень это делать. Честно. Ну что, ребят, в этом году Today уже 8 лет? Да? Почувствуй себя старым. Очень старым. Наши ученики уже, первые ученики уже Почти заканчивают университет. Ну нет, у нас ученики есть те, которым мы когда-то с Адилем преподавали в другом образовательном центре, и эти уже ученики закончили свои университеты. Арузан Буранкулова недавно лечила меня в больнице. Поэтому... Да, а вторая ученица мне просто, она, конечно, не пригласила меня на свадьбу, но просто сказала, что летом вот свадьба. Да, вот у нас же кейс был, не помню, две старшие сестры, получается, они приходят, приводят младшего, и я говорю: о, привет. Я еще тоже помню Адель, да, помните? Адель? Да. И она же тоже была в центре, где мы раньше работали втроем, да. И я говорю: о, классно, что сейчас в университете учишься? Говорит, я, говорит, уже как год закончила, там, работаю. Я говорю: о, прикольно, Аржан, ты, говорю, какой классный. Она говорит: я вот только школу закончила. Ну, то есть наши, да, тоже уже наш выпускник туда, и вот привели тоже. И такой думаешь: ё-моё, какие мы... Уже на работу можно принимать. Какой как вы можете 8 лет существования Today распределить между, может быть, как-то можете назвать периоды, то есть к чему мы приходили, были ли какие-то в голове ваши периоды разные по... Что-то вроде каждый год к чему мы приходили? Новому? Или да, что? Ну, допустим, первые годы, когда мы были в кабинете, то есть первый год мы были только с Адиль Устазом, кабинет без окон, вот эти вот маленькие... Кубас-сарай, да? Кубас-сарая, да. То есть и там момент был того, что мы уже более-менее понимаем, как преподавать, но еще не совсем понимаем, что это может во что-то превратиться вообще дальше. И после мы уже переезжаем в центр побольше, в этом центре уже появляются первые дети, первые полноценные группы. Да, это был очень первый год. Первые сотрудники, да, то есть первый опыт. И просто недавно я вот скидывал Адиль Устазу в Казахстан подешевле, я просто смотрел, и там тоже обсуждали подготовку НИШ, БИЛ, РФМШ, и наша ученица, которая когда-то обучалась у нас, она расписывала, и она говорила, ну что вот я вот, то есть я вообще с ней после того, как мы ей преподавали, с момента выпуска ее, она поступила в БИЛ, мы ей не преподавали. Но, капец, греет душу, когда твой ученик, который давно закончил, давно уже не учится, мы с ним никогда не переписывались, она пишет отзыв о нас просто потому, что типа у нее были когда-то какие-то эмоции там в моменте, типа прикольно, типа что-то, что мы ей что-то дали там при поступлении, что по итогу, короче, она даже через сколько-то лет может нас рекомендовать, хотя к Today напрямую она отношения не имеет, она не заканчивала Today. Я такой: прикольно. Это самое, наверное, как-то приятное в нашей работе, да, когда именно ребенок приходит там спустя сколько-то лет, или вообще там, может, не приходит, но знает, помнит о нас и там рекомендует кому-то. Это вообще классно. Мне часто пишут рахмет родителей наших учеников прошлых. То есть в этом году Кубиген Жангир уже поступил, да? Мама пишет. Потом Аблая, они же вдвоем вместе учились.
Димаша, одноклассник Аблай, и сейчас получились, то есть у них два пацана, не друзья, и у них еще есть дети, следующие пацаны, которые тоже между собой друзья. Они обучались в разных центрах, но они тоже готовились в разных центрах, и в итоге оба поступили, то есть двое вместе поступили изначально, и эти следующие опять поступили. У меня вообще есть любимое занятие. Я люблю приходить на экспо и из четвероклассников, которые там бегают, узнавать чьи-то братишки. Потому что там, половина — это только братишки и сестренки других. То есть рекламы особой вообще нет. Как будто смысла больше нет рекламироваться. Главное просто, чтобы у них всех были братья и сестры дальше. Или в первый день там заходит: о, вы Хайрбек Устаз, куда, откуда? А вот у меня там братишка, брат учился, сестра училась. Вот это тоже классно. Да. Ну, я думаю, это показатель. Я сильно рад тому, что родители и детей, которые поступили, и детей, которые не поступили, всегда приводят к нам своих младших. И для меня это радость и показатель того, что мы что-то правильно делаем. А если говорить о том, какие этапы, я себе в голове насчитал 3 главных этапа. Первая трехлетка была больше про становление именно методики преподавания, потому что об учебном материале можно было не говорить, мы его ежедневно просто сами откуда-то добывали. Мы больше занимались именно вот этой методикой, как доносить детей, потому что что мы только не пробовали, и различные способы мотивации, и различные способы общения с детьми. Мы в итоге пришли к такому дружественному своему. За эти 3 года мы поняли, что мы хотим быть с ними на одной волне. И вот нам было 23, и мы с ними как кенты общались во дворе, пиная мяч. Так вот нам сейчас 30, и вот разница, по-моему, не особо. Тяжело, во дворе, даже в центре такое бывало. У меня вообще в этом году опыт, я просто про Алмату пока последний опыт помню. То есть преподаватели, если здесь к нам уже привыкли, то там преподаватели, которые приходили в новый коллектив и видели, как мы в центре бегаем и в футбол играем с пацанами, это вообще для них было что-то. А для родителей, которые приходят, и тут большой холл, и в этом холле мячик летает туда-сюда. Ну так это же наше. Я все время помню, у меня всегда всплывает в голове комментарий от мамы, которая говорит: я пришла в центр, вот он очень некрасивый центр, скажем так, там что-то ремонт идет, какие-то вещи, но дети стояли вокруг ресепшн, и преподаватели с ними просто начали что-то бегать, играть в догонялки, трещать. Она говорит: вот я поняла, что я хочу вот сюда. Потому что мы же понимаем, что есть центры, в которых тотальная диктатура, в которой действительно очень много стресса для детей, которые должны там выживать. И мне сложно вообще осознавать, что где-то люди находятся, дети находятся в таком состоянии постоянно. То есть, мы за эти первые 3 года выбрали для себя вот такой формат, в котором мы с детьми прям кенты. Я бы дальше, знаете, как сказал, мы там задумались о слогане и поняли, что наш слоган — это «Учим ваших детей как своих». Начни сейчас же был. Да, в чем меняем. Это же первая трехлетка была. Но смысл заключается в том, что мы и наши преподаватели, они вот как родители, они сильно любят детей своих, они в меру строги, они понимают, что, например, разрешать конфеты каждый час кушать нельзя, да, то есть нужно в чем-то ограничивать. Но в то же время, когда им нужна помощь, они рядом и поддерживают. Вот это итог первой трехлетки. Вторая трехлетка была больше про учебный материал. То есть мы ударились в то, чтобы создать вот эти книги, составить их, чтобы те преподаватели, которые приходили дальше, у них уже качественный материал был. И мы 3 года этим занимались. И, наверное, еще и комфорт офисов, да, вместе с этим, потому что первые 3 года мы об этом мало переживали, могли мало себе позволить. После этого, родители очень многие приходят и говорят, что, то есть я бывала в разных центрах, в разных местах, то есть у нас в 95% в кабинетах есть окна, да, чистота, порядок и тому подобное. Те 5%. Те 5%. Те 5%. Смотря на человека фокусироваться. Я считаю, что здесь большую роль сыграло то, что мы никогда не видели, что происходит в других центрах вообще. То есть мы с нашими конкурентами абсолютно не были знакомы до последнего года, наверное. И то, что наши офисы комфортные и в кабинетах так удобно, это залог того, что это стало причиной того, что мы просто
не понимали, как можно по-другому. Оказывается, можно по-другому. То есть я знаю про образовательный центр, где во всех кабинетах нет ни окон, ни кондиционеров. И как они там, а там кабинетов 20, как они существуют, там действительно очень сложно. И то, что мы не видели это большой плюс. Да, соответственно, мы какой-то своей дорогой всегда шли. Угу. Да. Есть такой. Последний год? Последние 2 года и еще, я думаю, 1 год впереди, 3-я трехлетка. Это про людей, это про обучение преподавателей, про становление команды, потому что, мы с вами, давайте, динозавры, поговорим о том, что сложно находить ежегодно запал готовить детей, потому что мало кто понимает, какая это гонка. Родители думают, что образовательный центр – это бизнес, в котором ты детей набрал, там что-то им ведешь. Они не понимают, что ты за каждого ребенка как за своего топишь. И уже неважно, есть ли у тебя свои дети или нет, ты вот в этих детей вкладываешь все, что можно, и вот этот день результата, в день X, наверное, мой самый нелюбимый день, потому что ты там вообще не можешь радоваться за тех, кто поступил. Ты там сидишь и просто думаешь, а вот этому чуть-чуть не хватило. И, наша задача последние 3 года – это находить вот таких людей, у которых еще энергия нас, 23-летних, которые сейчас это могут делать. И когда нам говорят о том, что вот вы, ребята, масштабируетесь, там, скорее всего, из этого качество ухудшается, я с улыбкой это все встречаю уже. Раньше меня еще триггерило и думаю, я каждый день... Когда-то, когда эти люди говорили, что при масштабировании будете терять, то есть в какой-то момент мы, наверное, тоже задумывались, а вдруг... Потому что мы мастурбировались по-другому. Потому что мы 5 лет ничего не делали, толком не расширялись. Мы всю систему подготовили, и уже с готовой системой... Какая самая большая проблема в мастурбировании? В образовательных центрах самое главное – это руководитель филиала. Это важно признать. Это вот эта центральная личность, которая всеми движет. Да, это человек, который пропадает в офисе, самый первый приходит, самый последний уходит, кучу допов с детьми ставит, всех мотивирует. Это вот этот человек-двигатель всего. И как только он появляется, можно мастурбироваться. Но для того, чтобы он появился, у центра должно появиться имя, должны были быть результаты, чтобы такие люди захотели к нам приходить. И, это заняло 6 лет пока. Да, и важно понимать, что это не человек извне. Он в любом случае у нас взросленный, да, он прошел все этапы, да, 4-й, 5-й, 6-й куратор, да, и только потом уже приходит к этому, когда уже он сам такой, я готов, да, что там есть, что, да, это тоже классно. И мы этим еще занимаемся. Да, мы в Астане это уже, в принципе, закончили. У нас очень крутой костяк руководителей филиалов, которые в этом году, не дадут наши родители соврать, что они постоянно там находились и все это контролировали. Но этот год для них будет еще более значимым, потому что 2-й год всегда лучше, чем 1-й. Потому что это был для многих первый год, когда они... руководитель был первым годом, да? Да, они набивали шишки, они во многих моментах еще могли сомневаться, что они что делают правильно, но со 2-го года и для них работа уже будет легче. Да. Важно отметить, что наверное, 1-й год шишки имеется в виду, в любом случае, наверное, сталкивались со сложностями, да? То есть это в любом случае никак не влияло на то, что они там могли. Но у нас это важный же момент, что руководитель, чтобы понимали, да, что делает наш руководитель. Руководитель не отвечает за финансы, не за административные вещи. То есть основная его задача – это качать детей, заниматься их обучением, 4-й, 5-й, 6-й классы, которые есть на филиале. Понятно, что очень много фокуса занимают 6-классники, но и 4-м, 5-м классам тоже уделяет внимание, потому что больше, то есть ему делать на него каких-то требований, как от стандартных руководителей нету, то есть потому что здесь руководитель занимается чисто учебой. Это была принципиальная позиция, мне кажется, если не ошибаюсь, ваша, когда мы только обсуждали, и мы думали о роли руководителя внутри центра, вы мне говорили, что то есть руководитель должен заниматься только учебой, то есть больше ничем. И это такой, мне кажется, важный поинт, который по итогу продолжает давать результаты даже при моменте нашего масштабирования и увеличения центра. Так, вот хочу поделиться. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы масштабировались, но наши результаты как были в районе 60% поступления
5 лет назад, 7 лет назад, так и остались сейчас 60% поступления в этом году. И вообще, когда родители говорят о том, что любая компания при масштабировании ухудшает свои результаты, я считаю, что это правда. Но я просто хочу гордиться тем, что мы смогли сделать так, чтобы вне зависимости от того, какое количество учеников у нас есть. Но опять-таки важно, что мы прекратили это делать в Астане, и это количество филиалов, которые у нас сейчас есть, оно, собственно, им и останется. Мы не будем расширяться, и количество шестиклассников не увеличится. Наша позиция простая: мы не набираем учеников-шестиклассников больше, чем есть грантов в городе, в котором они поступают. Угу. И, соответственно, места еще есть, но мы уже на этом пока приостановили, то есть потому что у нас желание того, что мы хотим, чтобы максимальное количество наших ребят имело шанс поступления. То есть если у нас будет даже в моменте 500 человек, каких грантов 500, но даже чисто, не знаю, для учителя самого, который обучает его ребенка, понимание того, что все 500 детей, которые обучаются туда и поступят, это уже тяжело. Да, чисто психологически вера, чтобы у преподавателей, у самих детей, у их родителей она была. Да, но я думаю, что это потому, что мы не концентрируемся на топ-местах. Мы вообще не концентрируемся на том, чтобы кто-то занял топ-1 или кто-то занял топ-2. Мы концентрируемся на среднем балле и на то, чтобы любой ученик, который здесь есть, у него были реальные шансы на поступление. И мы что такое комплексная подготовка? Комплексная подготовка подразумевает под собой, что помимо передачи самих знаний и там мотивации обучения, мы с родителями еще прорабатываем все возможные вариации того, что можно сделать, чтобы он поступил. То есть мы проговариваем все альтернативы, которые существуют, и даем уже родителю, так, с точки зрения своего 8-летнего опыта, понимание, что конкретно можно сделать, и там оттуда уже родитель выбирает. Ну да, то есть в течение года очень много разговоров с родителями. И даже родители же есть, которые изначально приходят совсем без понимания того вообще, куда готовиться, как готовиться. Они пошли, не знаю, в подготовку, потому что там, не знаю, у меня там одна из родителей нашего ученика, она там, не знаю, в салоне мастер. Приходит клиент, рассказывает про подготовку: я тоже хочу ребенка готовить, и начинает готовить. То есть, и понятно, что результаты, они разные, но что хорошо, то есть, даже ребенок сам по себе изначально там набирает на тестах очень маленькие результаты, но в процессе есть динамика какая-то, и родители это видят, и в процессе всей динамики, которой мы разговариваем с родителем, даже если шансы у ребенка невысокие на поступление, он все равно так или иначе прокачивается. То есть вне зависимости, поступит он или не поступит. То есть невозможно, что все поступили, потому что количество мест ограничено. Шестиклассников в городе очень много, грантов, я не знаю, 500 суммарно на все школы, там 600, может быть, каких-то городах. И наша задача основная — прокачать, то есть попутно, сделать максимум в плане поступления, и очень большой процент наших ребят поступает, больше, чем где-либо, из более-менее крупных образовательных центров. И помимо этого всего мы делаем среду, которую хотим, которую ребенку хочется находить, и он прокачивается. И, наверное, очень много, все-таки и вы, и я, мы выпускники лицея, и то, что было заложено там воспитателями нашими, это структура самодонесения, да, то, что ты бас, Нанси, пап, но могут в меру, да? Каким-то вещам могут научить, да. То есть я думаю, что все равно это влияние лицея, оно тоже где-то внутри ДНК туда и тоже есть. Да, и вот это и была причина. Я вот этот год не могу забыть, переломный, 2 года назад, или 3 года назад, когда результаты вышли, и у нас снова там 60% поступления, но есть вот эти 40%, которые, они тоже достойны учиться, им просто мест не хватает. Они в любом другом городе Казахстана поступают без проблем, но ты понимаешь, что они достойны. Это ребята, которые пахали весь год, и они бы в нише, или в любой другой школе дальше продолжали пахать. И вот этот, понимая, что они тоже достойны, мы не могли собраться на следующий сезон.
Мы не могли понять, типа, а что дальше делать? Мы же не можем еще один сезон пережить. И вот тогда эта миссия вышла, когда мы переосмыслили все, что мы делаем, и либо нам сказали, либо мы сами додумались, что вот эти 40%, они тоже трансформировались. Они тоже в других ребят превратились. Да, они в школе у себя там никогда не учились за 6 лет, а тут получили столько информации, что они следующие года с этой информацией по школе очень легко будут дальше идти. И тогда вот эта миссия вышла, что наша задача — это не поступление ребенка, а трансформация его как личности и дать им возможность выйти за рамки того, что они вообще в принципе могли бы до этого. Но мы когда эту миссию поменяли, многие подумали, что скорее всего процент поступления упадет, помните? Да, было такое. И вот мы с этой миссией год шли вперед, и процент поступления наоборот поднялся на следующий год. И мы такие: вау, вот же что нужно. Поэтому у нас топ-мест нет. Я не помню, чтобы у нас топ-5 тут забирал вообще, да, по Астане? Третье было. Третье было. В 21-м. Там седьмое были 2 раза. И ФМН. Архан, кажется. Потом Амина вот была. Тарлан не помню какой. У меня в этом... 12-й Тарлан. Тарлан 12. Но смысл в том, что давайте признаем, вот эти топ-10 мест забирают те ребята, которые, где бы они ни учились, они заберут. Они все равно топ-10 мест заберут, потому что это уникум города, который вообще не важно. И когда там я вижу, что образовательные центры говорят, типа, вот там первое место наше, я говорю: блин, классно, конечно, но типа дети ходят куда поступить. Я не принижаю заслуги этих центров, они крутые. Можно вообще это говорить, пожалуйста? Но смысл в том, что как раз таки всех ребят, которые у тебя учатся, попробовать поднять, и вот их общий средний балл поднять, вот это работа. Ну, есть момент заблуждения, да? То есть даже в трецах мне в комментариях пишут родители, что вот у вас есть отбор. Я такой: стоять, какой отбор? То есть где-то, наверное, это наша ошибка, то, что мы не так открыто доносили этот момент, наверное, не вещали о нем, да? Что, допустим, у нас нет отбора. Без разбора принимали все 4-5 классы. В 6 классе мы принимаем только детей, которые... Ну, то есть у нас прошли дети путь определенный. Они не только в плане знаний, но и в плане даже того, какой путь они проделали, к чему мы с ними, какие беседы мы с ними проводили. Вот этот путь они уже прошли. И к ним добавлять ребят, которые эту группу будут вниз тянуть, будет несправедливо. Поэтому там мы уже какой-то фильтр включали и делали какие-то базовые вещи, то есть это может быть пробное тестирование, пробный урок и уже потом зачисление в группу. Но в основном, то есть это все без какого-либо отбора. То есть, какой отбор? Ко мне за неделю до экзамена приходили дети, которых выгнали вчера с другого центра, потому что важен процент поступления. И в итоге, это за неделю до экзамена. Ребенок вообще потерянный, и мама приходит, она в отчаянии и говорит: что нам делать? То есть с ребенком надо беседовать, чтобы воспрял духом, или его нужно готовить к экзамену, который через неделю? У нас в этом году было, в лицее у нас была группа, я 2 набрал в русскую группу и в казахскую группу. И начальный этап у них был меньше 30%, да, условно, у кого-то там вообще был 10%. Результат сам по тесту. Поступительному, да. Но и все, да, конечно, там родители все вот, по-другому никак, мы там ходили в другое место и так далее, там понимали, что не то, что-то, давайте у вас надежда. И мы они, да, сразу скажу, они не поступили, но они там x4, x5 увеличили свой балл. То есть там, допустим, 20-30 баллов там, до 117, допустим, там, с 10-15 до 85. То есть такие были трансформации, и детям самое важное, когда дети приходят, в любом случае, да, вначале, все-таки донести, да, что нужно всегда работать, да, впахивать прям как не в себя, чтобы достичь результатов. И этого, я уверен, что дети осознали это в любом случае. То есть вот это вот, наверное, у меня здесь сила. Такая мысль, что мы это все проговариваем нашим детям, мы говорим об этом с родителями, но мы никогда не обращались к образовательным центрам, коллегам нашим. Но у меня действительно
важное обращение к коллегам, что мы в погоне за рейтингами, в погоне за поступившими, за рекламой и так далее, мы часто забываем о том, что мы работаем с детьми, а это дети, это растущие организмы, которые только сейчас находятся на этапе становления своего восприятия этого мира, и наши к ним отношения, те мысли, которые мы закладываем вот в этом возрасте, как раз-таки в переходном возрасте, это то, с чем дальше мы потом в будущем жить. И когда мы агрессивно себя с ними ведем, когда мы говорим то, чего они не заслуживают слышать, или, например, когда их выгоняют за неделю до конца подготовки только ради того, чтобы увеличить процент своего поступления, то и имейте в виду, что эти дети от вас уйдут, вы в течение там какого-то времени про них забудете, а они дальше потом будут жить, и это наше, по сути, будущее поколение. Поэтому здесь очень важно, что обучить, конечно, обучи, но не навреди в первую очередь. То есть постараться сделать так, чтобы и у них, у всех тоже все было хорошо. И даже если вы там отчисляете, делайте это аккуратно, если вы хотите это просто делать. Но в идеале, конечно, вообще так не делать. Вот мы говорили о том, что у нас 3 этапа было, и вот 3-й этап, он сейчас продолжается, 2 года идет, как и вот сейчас 3-й год, это этап становления команды. Мы поговорили о том, что основа – это руководитель филиала, но давайте по-честному, основа все равно это люди, которые непосредственно взаимодействуют с детьми, это именно преподаватели. Да, не только преподаватели, мне кажется, это и офис-менеджеры. Все равно мы стремимся же к тому, чтобы сделать каждую позицию важной. То есть нет неважных людей в Today. Пример, наша Апайка, да, клинер. Ну, сейчас ушла, да, и такой какой-то, дети такие, а где Апайка, да, там, она нам всегда там говорила, что делать, они такие, как-то скучно, типа. И когда она уходила, они прям так все вышли, обняли, и это уже прикольно. Хотя, да, целый год она там, ну, как условно, да, гоняла их там на сменках, айдана, ну, вот это вот. Да, но зато как приятно. А когда преподавать мы начинали, мы были на 3-м курсе? Да? Вы были после армии или нет? Нет, я же до этого. До тоже в центре поработал. Да. А вот когда мы были на 3-м курсе, какие сложности были у вас именно в плане преподавания? Были ли что-то, что мешало преподавать? Да, ну ты в любом случае молодой. Когда ты только на этапе, давайте так, в первые годы своего преподавания любой учитель, он копирует то, что он видел ранее. Всегда. Это, в принципе, в любом деле. Ты начинаешь бизнес, сначала копируешь то, что ты видишь на рынке, потом уже совершенствуешь. Соответственно, когда мы начали преподавать 19 лет, единственное, что мы видели в обучении, это наш университет, который нельзя рассматривать как пример преподавания, потому что в любом случае там формат другой, и наша школа, да, Казахско-турецкий лицей, в котором преподаватели, они, своеобразные в наше время были, так скажем, да, они нас любили, безусловно, но иногда могли пережестить, так скажем. И вот этот паттерн поведения, паттерн обучения детей мы, собственно, транслировали на ранних этапах нашего пути. И проблема в том, что ты очень много ошибаешься на старте. Ты очень много шишек набиваешь. Ты можешь где-то накричать на детей, ты можешь где-то не прочувствовать момент, что правильно сделать. Не знаешь, как правильно стимулировать детей к обучению. И вот эти все вещи, они нарабатываются в любом случае с опытом. Поэтому, и важно понимать, что когда студент, ты еще сам по себе не окрепший, в сознании не окрепший, и у тебя еще много своих других проблем есть, твоя учеба в школе и так далее, в университете и так далее, и ты не можешь полностью сфокусироваться на этом всем. Кажется, вот особенно сложно так во время экзаменов, да, когда у тебя экзамены, и тут ребята готовятся, у них тоже скоро экзамены, а раньше еще экзамены были раньше. Да. Помните, в феврале они где-то были? Раньше в Нише. Вот я помню, то там это момент сессий, отпуска, который ты хочешь домой поехать. То есть при всей моей вовлеченности домой я все равно хотел уехать. Да, потому что преподаватель — это девелопер. Девелопер — это человек, который готов жертвовать своим всем во благо кому-то другому. Причем этот другой не обязательно твой родной или близкий человек. Это, в принципе, те люди, которые обществу просто отдают. Вообще люди, мне кажется, многие не понимают, да, преподавателей. Вообще
их эту профессию саму по себе, что ими двигает. Там, потому что эгоизма нет вообще. Там ты только отдаешь. И когда ты только отдаешь, для тебя очень важно, чтобы у тебя были решены твои базовые потребности и проблемы вокруг. Это финансы, безусловно, чтобы ты не сильно задумывался о деньгах. Это время на отдых, да, поэтому там в Today, например, у нас там 4-часовой обед. 3-4 часа обеда точно есть, чтобы ты смог восстановиться, 2 урока, 3 урока провел, потом у тебя куча времени на восстановление, там мы в волейбол успеваем поиграть, и потом у тебя еще там 2-3 урока. Когда проходят какие-нибудь интенсивы или что, и когда у них этот часовой обед, ко мне приходят учителя, которые в тот момент еще новенькие, допустим, там месяца-два у них, они еще не проходили интенсив ранее. А говорит, а можно вернуть расписание, которое было до этого? Я такой, сори, вот неделю потерпите, вот этот отдых 3-4-часовой, короче, чтобы они говорят, вот вообще супер крутая Но штука. зато они раньше уходили в интенсив. Да, раньше уходили, но как бы обратная сторона тоже есть. Но когда ты много отдаешь, тебе нужно много времени на восстановление, и желательно, чтобы у тебя не было чтобы у тебя были закрыты эти потребности финансовые, там любые ресурсы и так далее. И, соответственно, и родители тоже, многие не понимают, что преподаватели — это другие люди, и могут прийти с наездом на любого учителя, просто там выплеснуть на него все эмоции, которые... Я очень много вижу родителей, у которых дома проблемы, они приходят и на преподавателя это все сливают, как будто это их психолог, не понимая, что преподаватели, они очень тонкие сами по себе, они тоже это все сильно через себя пропускают. И это очень сложно, когда ты все это воспринимаешь, и потом на уроки приходишь, и вот так даже думать не можешь. Блин, за что вообще? Да, я, допустим, когда у садик свою дочь отвожу, то есть я так бережно отношусь к всему коллективу, типа поздороваюсь со всеми, короче, лишний раз ничего не скажу, потому что, да, нереально. То есть если там мы понимаем, что внутри у нас, если есть какой-то стресс, проблемы бывают, да, то есть это все равно сказывается на детях, да, и насколько мы пытаемся это все контейнировать и все это выруливать, но не везде это получается, не везде это могут люди делать, поэтому вот в этом плане, да, преподаватели, даже, мне кажется, надо делать так, если этот человек преподает твоему ребенку, мне кажется, отношение должно быть к нему вообще очень бережное. Прикольно. У меня, например, чуть наоборот. Если что-то, да, вначале кто-то пришел, родитель, да, такой, настроение чуть, да, условно испортил, но я, типа, захожу на урок, или какая-то, да, личная там, может, какая-то проблема, может быть. Захожу, я вообще забываю про это. Я вообще, ты забываешь, и все, и ты, типа, дети, да, у них по-своему, там, своя атмосфера, как бы надо, да, им донести что-то. И даже спустя столько лет. Это отдушина даже больше. Ну, для меня это вот, как бы это отдушина. То есть ты такой, как подумаешь, типа, блин, там сейчас, да, созвон, там сейчас родители придут, да, еще что-то там, какие-то такие, да, бывают моменты, и ты такой, блин, вот, уроки это, типа. Да. То, что вот нашу компашку на самом старте отличало, было в том, что мы вообще не задумывались о том, что есть понятие переработка, какая-то усталость или еще что-то. То есть мы об этом не думали. То есть сводить детей в кино в воскресенье – это кайф. Или так Тайрбек Стас на вчерашнем тимбилдинге рассказывал про то, что по выходным будет спортивная активити. Тоже замахнулся, да, когда свой ребенок только родился. Ну да. То есть это... И вот меня удивляет нынешнее поколение. Я не жалуюсь, ребята крутые, но другие. Для них там переработка это такое. Нет, у меня все, подожди, мои часы до 7. Как-то зумеры и миллениалы. Да. Ну, для меня это удивительно, да. Потому что для многих, вот кто с нами с самого начала, работа с детьми и преподавание это больше не работа, а времяпрепровождение. Ты типа тоже там. Может, мы просто еще детьми тоже остались, но ты кайфуешь от того, что ты идешь с ними в футбол играть. Когда там в воскресенье утром рано. То есть это прикольно. И вот думаю, что именно таких педагогов наша задача сейчас вот искать, продолжать искать, да. И когда говорят о том, что у нас есть текучка кадров, важно понимать, что отличить таких людей сразу невозможно. Когда человек к тебе приходит, он проходит через стажировку, испытательный срок, демо-уроки и так далее, ты в любом случае, когда, все же понимают, что человек на собеседовании и человек в реальной жизни – это два разных человека. Очень мало кто показывает то, кем он является на самом деле. Когда мы первых людей принимали, и у меня вообще было, то есть,
как этот, видишь, как мемы, да? Нет, то, что человек приходит на собеседование одно, а потом в работе увидишь такой, ля ты крыса. Вот такой момент. То есть, изначально, конечно, то есть это опыт большой, и даже, мне кажется, у наших руководителей это тоже были первые годы набора, то есть какие-то ошибки больше были. Мне кажется, в Астане в следующем году тоже уже у руководителей, которых есть опыт приема целого года сотрудников, мне кажется, плюс есть сформированная команда уже этого года. Да, ну вот даже на родительском собрании родители говорят, вот у вас по английскому языку там 3 раза поменялся преподаватель. А я почему-то это не сказал, только потом подумал, и вот сейчас хочу тоже сказать, что лучше мы 3 раза поменяем преподавателя, но в конце концов найдем того, кто сделает вот этот вот максимальный результат, чем мы не поменяем его на самом старте, и он весь год будет доносить не те ценности к детям, которые мы хотим. И поэтому вот эта текучка, да, она есть, особенно в 4 классах у нас, но это во благо. Это очень сложно объяснить, но мы хотим менять преподавателей часто, лишь бы найти того самого звездного, который сможет вот все это дать. Это раньше мы мирились, когда ты пытаешься сохранить репутацию, да, было такое, что мы там кого-то там до самого конца пытались удержать, лишь бы, хотя он и косячил, допустим, человек очень много, мы все равно его удерживали, думали, ладно, исправим, поменяем. Сейчас с этим стало чуть проще. То есть не соответствуешь уровню, в общем, преподавателя, то либо быстро-быстро меняйся, адаптируйся, либо будет замена. Вот если мы начинали в своем возрасте, мы в 20-летнем возрасте начинали преподавать. Вам было 19, мне было 20, я помню. Нюансы мы поняли. То есть, если ты студент, есть много других головных болей. Поэтому мы сфокусировались на ребятах, которые закончили университет, но у нас нету достаточно опытных преподавателей. То есть, самый взрослый преподаватель в Today кто? Получается, я, да? Да, мы получается. Почему мы не берем учителей, допустим, старше 30? Или такие же, как мы? В чем нюанс для вас? Кажется, у нас был, да, такой момент. Я не знаю, сложно сказать, что это на всех, да, распространяется, тех, кто старше. Как минимум, чуть-чуть не так воспринимают, возможно, да, руководители, да, который намного младше, может быть, это один из вариантов. Сложно адаптироваться, да, под новые какие-то реалии, да, или когда какая-то обратка, допустим, дается по работе, она сложно воспринимается и мало идет продвижения в эту сторону. У меня вопрос больше про гибкость. Да. Про гибкость, типа, насколько... мы на том этапе, когда мы начинали преподавать, мы прошли школу, где нам дали все. Делай просто и все. То есть никакого контроля в том образовательном центре, где мы начинали, было очень мало. И мы каким-то образом сами начали выстраивать систему, по которой мы работаем. Систему преподавания, систему взаимодействия, самостоятельно это начали делать. То есть, когда человек проработал в многих местах, то есть очень сильно пока нам тяжело найти человека, который по духу, то, что вы сказали, то, что про зумеров, да, где они отработали количество часов и потом все, на этом, то есть работа, допустим, личная жизнь, свободное время, это свое, то есть, они не мешают. И преподаватели очень часто, особенно кто прошел опыт государственных школ, они просто не могут работать по тому формату, который в Today мы работаем. Да. Еще здесь очень важно, извиняюсь, очень важно понятие энергии. То есть мысль заключается в том, что программа 4, 5, 6 класса, давайте по-честному, она не прям сложная. Это не что-то прям очень тяжелое для преподавателя. То есть преподаватель не должен быть супер математиком, чтобы вести математику для 6 классов. Когда говорят, что преподаватель олимпиадник по математике, вообще не важно. Да. Или преподаватель закончил Назарбаев университет, для меня наоборот, это не является причиной, по которой его взять. Я бы хотел наоборот брать ребят из простых вузов, которые голодные до того, чтобы кому-то что-то передавать дальше. Вот такие люди нужны, которые хотят что-то дальше отдавать. Но проблема в том, что те люди, которые уже много где поработали, так скажем, лет
15 где-то, да, у них в любом случае энергии меньше, потому что они через все вот эти вот эмоции и яркое там послевкусие после результатов, они это уже прочувствовали, и это их уже не удивляет. А вот этих ребят молодых, 23-24-летних, они еще не насытились вот этими благодарностью от родителей, вот этими эмоциями от детей после того, как ребенок поступил. Они этого всего еще не прочувствовали, вот они до этого голодны. Поэтому молодежь, не в обиду опытным преподавателям, но именно для подготовки к Назарбаевской школе у нас больше в приоритете. Ну, в этом году точно родители стали осознаннее, точно поднялась конкуренция. Вообще, я в этом в шоке от этого. Да. То есть насколько разные родители как будто в моменте появились. И за счет чего? За счет Треца, точно. Потому что там люди начали разгонять, да. Туда попали люди, которые читают, во-первых. В целом же мало кто читает. Туда попали люди, которые читают. И они начали делиться друг другом информацией. Чаты в WhatsApp тоже интересно. Там уже сообщество родителей, 500 человек Астаны просто вместе друг с другом общаются и разгоняют. Они знают о центрах все вообще. И это большой плюс. Большой плюс в том, что родители стали более осознанными, они уже понимают, они уже делят. Что они идут только на рекламу, да? На тот же таргет или... Да, то есть они уже идут, это же так, как обычно бывало. Пришел на пробный, да, там через отдел продаж, все, зашел, даже родители можешь не увидеть. А тут почти, не знаю, каждый, наверное, второй. Вот я вчера только сидел, и 2 мамы пришли, и они говорят, мы вот хотели с учителями поговорить. Я говорю, давайте я вам отвечу на все вопросы. Наверное, да. Может, наши советы испортят. Да, может, есть, и они прям вот такие вопросы, точечно. Какая программа, кто учителя, какой там процент, да, поступления, есть ли какие-то сложности, что в 4 будет, что в 5 будет, в 6, что их ждет и так далее. То есть и я такой, мне хотелось отвечать на это. Почему? Потому что родитель по факту пришел четко, с четкими вопросами, да, и мне там удалось сказать, и все в конце они такие, о, классно, мы записались, все, мы ждем. Получается, Трец, люди, которые понимают, как этот процесс выстроен, там они делились своим опытом, да, и за счет этого уже люди, которые изначально, может, шли больше по ощущениям каким-то на ощупь, здесь уже шли осознанно. Но образовательным центрам теперь сложно. Теперь нельзя только говорить, теперь нужно еще и делать. Раньше было достаточно просто говорить громкие слова. Да. Здесь... Кричащие рекламы всякие. Да. Сейчас остаются только те, кто что-то делают. И в будущем тенденция будет продолжаться. Подделать, я подразумеваю, действительно показывать качество. Уже нет смысла вкладываться в маркетинг, теперь нужно вкладываться в учебную часть. Потому что тебя оценивают по тому, что ты конкретно сделал, как ты улучшил процесс. Если раньше, например, ты готовишь ребенка по казахскому языку, то тебе достаточно было сказать о том, что вот у нас преподаватель с Назарбаевской школы, они классно готовят по казахскому. Теперь они спрашивают, а что конкретно в казахском вы ведете, на что вы делаете акцент, по каким материалам вы занимаетесь. И это очень хорошо, что аудитория становится более осознанной. И я вижу большой плюс в том, что многие родители теперь, понимая, насколько это сложная вещь, насколько много усилий нужно будет приложить ребенку, очень часто даже не начинают готовить ребенка, ограждая его от того, чтобы он проходил через эти сложности. Да, наверное, в том числе и из-за вот этой открытой информационной, да, вот этой информации, которая сейчас есть. Да, статистика, все. Статистики, мне кажется, даже отзывы родителей, которые после подготовки пройденного пути уже делятся опытом, и тут родители уже в 5 классе, есть такие же, которые в 1 классе уже, не знаю, на нашем прямом эфире в прошлый раз, первоклассницу, то есть ребенок только в 1 класс идет, и мама уже на прямом эфире, которая думает о подготовке, да, то есть наоборот, кто-то очень рано начинает включаться, а кто-то, наверное, кто находится там на промежутке 4-5 класса, и для кого-то нету, они не видят ценности в этом, они сейчас уже понимают, что мы не будем готовиться, нам это не нужно, мы будем заниматься другими вещами. Ну вот кейс был крутой. Мы вчера с Карибек Сазаном обсуждали Орлана. Это был фамилия, он учился у нас 6 лет назад. Футболист, помните? Да, на Б фамилия, даже не помню. В общем, он
важно объяснить, что мы за короткий промежуток времени от 3 месяцев до полугода можем определить, какие шансы есть у ребенка на поступление с очень высокой вероятностью этого исхода. То есть если, допустим, родители, которые нас смотрят, позвонив там руководителю филиала, они могут точно понять, есть ли у ребенка шанс на поступление или нет. И по Орлану мы понимали, что ему это дастся очень сложно, и вероятность поступления очень низкая. Тем не менее, парень уехал в Испанию играть в футбол и нашел себя вообще в этом, показывает крутые результаты. То есть... Да. Ну там Лига 3-4, но Испании. Я такой. Я еще пишу, я смотрю. Сколько ему лет уже? Ему 18. Уже, да. Я еще смотрю сторисы, у него там личный тренер, какие-то тренировки. Ну, то есть, знаете, если бы он здесь был, я такой, тренируется. А вот здесь прям какая-то программа, как будто, знаете, индивидуальная у него. То есть как на что-то заточенность. Я такой говорю, как тренируешься, у кого тренируешься? Он говорит, я, говорит, вот в клубе, говорит, в Испании. Я такой, ничего себе, классно. Вот он мне там скинул их клуб, страницу, я такой, классно, посмотрел. Ну и возвращаясь, родители начали понимать, они теперь знают, что кому-то это действительно нужно, и кто-то с этими нагрузками справится, потому что на Назарбаевской школе 6 предметов. 6 предметов помимо школьных занятий. И там подготовиться к Назарбаевской школе, обучаясь 3 раза в неделю, практически невозможно, только если ты не имеешь прям очень хорошую базу в каждом из предметов. Если ты крепкий середнячок, давайте так скажем, если так можно говорить, то тебе нужно заниматься там 5-6 раз в неделю, и там еще где-то с репетиторами какие-то вещи добавлять. Но, соответственно, такие нагрузки выдерживают не все. Поэтому то, что родители стали осознанными и понимают, какие трудности идут впереди, это большой плюс. У меня вот здесь вот момент еще, что за счет ТРЭЦа, то есть люди, у которых есть экспертность в чем-то, но которые не сильны в плане того, что они могут там, не знаю, делать какие-то видеоролики в Инстаграме, да, классные, супер крутые, где люди будут смотреть. В ТРЭЦе пишут, просто выливают всю информацию, которая в них есть, и, не знаю, там какие-то мамочки, которые сидят на декрете, в декрете сидят и при этом еще делятся своим опытом, а у них при этом довольно большие знания, и они вот этим же родителям дают альтернативный путь. То есть мы говорим про Нишка ТЛРФМШ, к примеру, а здесь родитель приходит эксперт в плане профориентации какой-то и уже рассказывает вот эту сторону, да, то, что можно без поступления в эти школы учиться еще и в в государственной школе или в частной школе, и таким же успешным быть по итогу в будущем. Поэтому, наверное, то, что родители стали осознанны, сильно решает. Мне кажется, фильтрация, да, родителей, которые по итогу будут доходить до образовательных центров, она будет намного более осознанные родители будут приходить, ну и требования к образовательным центрам сильно повысятся. Но это касается и школ частных. Насколько это будет задевать и в итоге, допустим, школы типа РФМШ Нишибил, насколько вообще они открыты к этому диалогу, пока не знаю. Мне кажется, им сложно перестроиться. Но, то есть у нас есть родители, которые, не знаю, пишут директору Ниша пишут сразу, и он там через 30 минут отвечает уже на вопрос родителя. То есть такие моменты тоже есть. Тоже это прикольно. Все становится открыто? Да, это не запрос, и через неделю тебе ответ будет, не будет. То есть здесь ты пишешь, люди лайкают, и тут уже реакция максимально быстрая, что круто. Пример, кажется, 23-й, в принципе, каждый год, наверное, такое происходит. Мест нет, да, в 6 классе у нас, и приходят такие, а если там один стульчик добавим, да, к примеру, я такой, к сожалению, не можем, да, у нас форматом до 10 человек. И тут момент прикольный, что вот года 2-3 назад родители, они бы такие, ушли просто, а вот сейчас, кто приходит, они такие, мы вот видели вашу программу, у вас такое-то, что посоветуете там? Есть ли такие еще центры? Вот такое. То есть они уже более эксперты, да, становятся, как минимум в тому, что для ребенка нужно. Вот. И такое, получается, разница большая. Да, что поменялось в экзамене на Назарбаевскую школу в этом году?
Математика определенно. Количество характеристики частично. Давайте по порядку, что в математике поменялось? Математики. Она стала объемней, задания стали больше, текстовые. Ребята, у меня есть очень сильные ребята, которые в РФМШ набрались там 145 из 150 или 136 из 150. Эти ребята в нише не успели. То есть они не успели до конца решить задание. То есть они вышли с экзамена и были в шоке от того, что они не успели. По итогу у них очень высокие баллы, но их ожидания были намного ниже, потому что они выходили с экзамена с большой растерянностью, типа это что такое. По мне это просто переборщили немножечко, как будто бы так. Насколько это было проверено, не знаю. То есть если дети, в которых я был 100% уверен, которые заканчивают классические экзамены, пробное тестирование за 10, за 20 минут до его конца, а на экзамен не успевает, но как будто бы в этот момент тоже немножко теряется. То есть опять же скорость выходит на первое место. Ну да, кстати, вот все, кто вышел с экзамена, я ни разу не слышал, что было очень легко. Именно первый день математика и количественные характеристики, абсолютно все дети говорили о том, что было очень сложно. Но когда вышли результаты они вышли обычными, они да? вышли. И тут непонятно. Выше, да, чем мы, например, у нас набирали, к примеру. Да даже дети, которые выходили с РФМШ и КТЛ после, да, ниш, они говорили, что он был намного сложнее ниш, чем КТЛ и РФМШ. Тут, наверное, можно с двух сторон, да, посмотреть. С того, что ниш был самый первый у них, как опыт, да, серьезный. И, соответственно, дети, когда в сложной ситуации, они не могут рационально, да, оценить тест, да, возможно так. А вот когда они уже в ИРФМШ сходили в КТЛ, здесь уже насмотренность у них есть, опыт есть, и, соответственно, они уже чуть-чуть более проще к РФМШ и КТЛ подошли, но, возможно, экзамены примерно уровня одинакового. Да, ну то есть временные рамки. Да. То есть, вот ребята примерно всем одним хором, да, сказали одну и ту же вещь. То есть то, что Хайрбек сказал, что экзамен в НИШ не было легче, чем экзамен в РФМШ, но временные рамки совсем разные. То есть они там не в 2 раза даже больше. А в количественных характеристиках что поменялось? Там добавили разновидность логических заданий. Ну, то есть вот эти бывают же числа, да, между ними фигура какая-то и дальнейшие следующие действия. Это значит, что ребенок теперь должен за 30 секунд решить 2 логические задачи и их сравнить. Ну, это среди заданий, да. Понятно, что где-то 30 секунд, где-то, может быть, еще меньше, а где-то 2 минуты может занимать, максимально. Опять же, успеть было не прям легко. И вот именно в этом плане КХЭ, конечно, как будто бы стряхнул немножечко. То есть, опять же, тех же, нас в том числе, то есть наши дети готовятся не к определенным видам заданий, помимо того, что мы им улучшаем базу и там готовим их к тому, что может выйти на экзамене всякое, но есть определенная база заданий, которая, допустим, чаще встречается. На экзамен приходит ребенок, он видит много нового для себя. То есть это хорошо, то, что тест начинает оценивать не сколько ребенок натренирован, а именно насколько у него сильные знания, насколько он тактически, наверное, правильно подходит к тестированию. В КХ это очень важно, потому что временные ограничения, то есть если родители не понимают, да, 60 заданий за 30 минут, где еще нужно закрасить за это время, это очень много. Получается, теперь вопрос адаптации. То есть у нас есть образовательные центры там покрупнее, есть поменьше, есть репетиторы. Соответственно, каждому из них придется теперь адаптироваться, кто быстрее соберет материал новый, кто быстрее составит необходимое количество задач для проверки. Очевидно, что чем больше учеников вышло с экзамена там, у образовательного центра, чем больше они смогли, там, допустим, передать нам какой-то информации, это не секрет, что ученики рассказывают о том, что было на экзаменах всем. Соответственно, вопрос теперь в адаптации, потому что подстроиться под экзамен теперь тоже необходимо всем. А в математике и количественных характеристик, если я понимаю, работы много. В том плане, что очень большое количество задач различного плана и, в частности, логических задач необходимо будет составить за этот год, чтобы дети успели подготовиться. Да. Насколько формат этого теста в следующем году будет соблюден, да? Насколько уровень заданий, размер заданий будет в следующем году таким же, не знаю. Мы знаем, что НИШ ежегодно какие-то корректировки вносит.
Возможно, они откатятся назад, да, а возможно, останется такой же объем, и нужно будет детей готовить к разным вариациям того, что может выйти на экзамене. То есть какой-то определенности опять нет. Что Ну, касается... тот же казахский. В прошлом году он был действительно очень тяжелый. Много ребят русского отделения не смогли из этого поступить, хотя были не слабее, чем ребята казахского отделения. В этом году он как будто бы чуть легче, мы видим это по среднему баллу. Либо мы стали готовить просто лучше, потому что реально все делают огромное Они начали количество раньше работы. приходить, многие дети у нас. Да, начали казахским лучше И в заниматься. пятом, да, и в пятом классе. Но, тем не менее, он все еще тяжелый. Он очень тяжелый для русских классов. У казахских классов я тоже, да, понимаю, баллы Казахский? да, низкие по Да. казахскому языку. Ну, Типа средний балл, он ниже, чем, например, у русского языка вот да, если по всему брать, списку. Если брать. на том, которому они обучаются, да, определенно ниже, но и у них по русскому тоже не хуже, например, чем у русских групп. С чем это связано, наверное, такая, не буду говорить тенденция, но все, да, наверное, родители многие, и мы как патриоты, да, наверное, хотим отдать ребенка, чтобы он учился на казахском, как бы свой родной язык знать. И здесь есть какая-то, небольшой, может быть, не скажу минус, но в том, что дети все равно, у которых родители на русском, да, допустим, в быту разговаривают с ними лично, то, соответственно, у них мышление все равно на русском. И, соответственно, им сложно принять, да, вот сложные тексты, слова по казахскому языку именно для казахских групп. И, соответственно, да, здесь чуть-чуть сложнее. Да, то же самое у нас. Мы в семье говорим на русском языке. То есть мы стараемся разговаривать на казахском языке, но так как это не то, что первым, да, приходит на ум, а детей хотим отдать в казахский сад. Насколько они там будут мучиться, мы пока не знаем. Да. Но казахский язык на экзамене этого года, по мне, то есть что он показывает? Что если вы хотите поступить в топ-школу, нужно начинать заниматься казахским не в 4 классе и не в 5 классе. То есть особенно если у ребенка нету способности к языкам. Я себя считаю, что у меня нет способности к языкам. Столько, сколько я учил английский в жизни, мне кажется, человек с таким количеством занятий по английскому языку, лицеем, да, в КТЛ, где мы учили английский, где мы делали другие предметы, изучали на английском языке, с количеством путешествий, которые у меня было, жизни за границей какой-то короткой даже, но там. И все это вместе, то есть у меня очень слабый в итоге английский язык сравнений, да. И есть ребята, которым это сложно дается. И вот, допустим, начинать в 4 классе, даже, мне кажется, это очень поздно. Ребята уже с первых классов, а может даже и раньше, должны казахский язык свой прокачивать, потому что как будто бы влияние его то есть будет по итогу еще больше. Давайте признаем, нас недостаточно. Образовательных центров недостаточно для того, чтобы хорошо сдать экзамен по казахскому языку. То есть, обучаясь 4, 5, 6 класс, 3 раза в неделю по казахскому, в любом случае сложно привить восприятие информации на казахском языке и мышление. То есть, в любом случае ребенок сначала будет переводить материал с казахского языка на русский, и затем уже воспринимать, и дальше отвечать на вопросы. Соответственно, если родитель, сейчас нас смотрит родитель, который только начинает свой путь по подготовке в эти топ-школы и обучается где-то в 1 или 2 классе у них ребенок, то нужно создать среду. Казалось бы, банальный совет, но тем не менее это нужно делать. В 6 классе часто это поздно, потому что с теми нагрузками, с которыми сталкивается ребенок, уже казахский язык, дома разговаривать на нем. То есть, когда я родителям говорю, надо разговаривать дома на казахском языке, родитель мне, честно, говорит, когда ребенок с утра идет в школу, после обеда идет к вам, заканчивается у нас в 7:30, едет домой, ему надо поужинать. После ужина нужно сделать домашнее задание и завтра повторять все. Поэтому да, в 6 классе поздно. В 6 классе это может сделать ребенок, у которого очень хорошая память, который не просто хорошо запоминает, а который запоминает на долгосрок. И Б, это ребенок, у которого есть чувство текста. Кто-то, возможно, читал много в детстве, и он воспринимает
мораль, там, условно, читая там того же Колобка, он понимает, что суть не только в песенке, а в том, что типа не убегай из дома, не разговаривай с незнакомцами. То есть тот, кто понимает подтекст. И с этими двумя навыками он в 6 классе еще как-то может подготовиться набрать неплохой балл, но в целом общие, там, 90% или больше всех детей, они должны изучать казахский раньше. Ну, у меня в этом году, я просто могу сравнить, есть топ-баллы, да, это вот 190 по казахскому из русских групп, но это те дети, которые дома говорят на казахском языке. То есть, ну, они практикуют казахский язык дома. Да, ребенок не говорит чисто, но он его чувствует, этот язык. Те ребята, которые набрали хорошие баллы, не знаю, там в районе 60-70%, да, что неплохо для русских классов, если в общем контексте понимает, это довольно хорошие баллы, потому что они не тянут тебя супер вниз. Ты за счет других предметов можешь поступить. И это ребята, которые были пахари, то есть они учили, даже если у них изначально не получалось. Они старались, да, у них были какие-то, наверное, навыки, но те же ребята, которых получалось изучать, чувство текста было, все такое, но у которых не было мотивации учить казахский язык, у которых не было, наверное, понимания, насколько это важный предмет, да, в 6 классе, те ребята в основном не добрали эти баллы, где-то они и повлияли на поступление. Поэтому мотивация здесь, мне кажется, тоже играет первичную роль, потому что, ну, казахский сложный язык. Его еще и вокруг очень мало довольно пока, особенно у ребят с русских групп. То есть, если английский язык как-то популяризирован, казахский еще, мне кажется, не вышел на какой-то уровень популярности именно для детей. Когда он будет популярным, тогда, мне кажется, будет легче. Но им еще за 6 класс необходимо не просто слова выучить, им еще нужно выучить суффиксы и окончания, которые, ну, нетипичные. То есть, если русский с английским языком похожи в этом плане, то казахский он совсем другой. И ребенок даже не может воспринять, как это работает, как соединяются слова между собой, например. Да, ну это, допустим, окончание добавить, множество, да, и все, и ребенок думает, что это новое слово. Ну, то есть такое и есть, конечно. Хотел добавить, есть еще дети, да, которые начальный класс обучались в казахской школе. То есть, допустим, там, до 3-го, до 4-го класса те, кто обучался, потом перешли в русскую школу, они тоже хорошо чувствуют именно уровень русских групп, да, казахский, и, соответственно, они набирают прям хорошие баллы. То есть им не нужно его прокачивать, он у них, да, идет по ходу обучения, то есть им не нужно дополнительно заниматься. То есть вы хотите дать совет родителям? Да, совет. Идите в 1-4 класс в казахский класс. 1-4 класс по возможности в казахский, и, наверное, начинать с малых лет, да, там, хотя бы там казахские сказки на казахском, да, что-то такое, чтобы оно было всегда. Или это такая бредовая, может, идея, побольше с бабушкой, дедушкой. Бабушка, дедушка, да, которые разговаривают на казахском, с ними побольше. Ну так это же уже так. Мы видим, что те ребята, которые сдают ЕНТ в этом году, из них 75% обучаются на казахском языке, только 25% на русском. То есть это тенденция уже в любом случае в сторону казахскоязычного обучения, что очень хорошо. Вопрос, конечно, в педагогах, да, насколько сейчас много сильных казахскоязычных педагогов. Но я думаю, что этот вопрос в течение там определенного промежутка времени решится. Ну, чтобы по итогу зафиксировать, да, то есть какой процент ребят, которые поступили в НИШ, обучались в русских классах и обучались в казахских классах? То есть пока сложно, да, сказать точно? Ну, я не могу сказать точно, я знаю, что приблизительные цифры, которые по итогу школа сама негласно предоставляла, то есть это в районе, в прошлых годах это было в районе 65, это казахские классы, там 35, это русские классы. Мне кажется, ну, то есть тенденция не изменилась, возможно, даже увеличилась. Потому что те, кто сдают на казахском, они и так двуязычные. Они двуязычные, у них оба предмета примерно хорошие, и они могут еще больше делать фокус на ту же математику, чтобы она была конкурентным преимуществом. Ребята же с русских классов должны прям в небеса другие предметы поднимать под 100%, и тогда только поступают. Топ места даже взять, ну, откровенно говоря, русских групп очень мало, если это есть, но это значит, как и говорили, да, все вот эти качества, да, должны быть у ребенка, чтобы попасть в топ, потому что часто, да, у нас дети мощные ребята, но они там
от 20-го, да, в основном, до там 60-го прям мощные ребята у нас, потому что, ну... У меня в этом году опыт есть того, что вот Сунхар подготовки в Алмате, когда был, то есть он в итоге поступил с 11 места. У него 1406 баллов из 1500. Но если взять языки, то спереди него у всех казахский намного выше. То есть у него там 12 баллов, 13 баллов, а у всех, ну, то есть довольно высокие баллы. Если он набрал бы по казахскому там 17-18 баллов, нормальный, хороший балл, который он до этого и набирал, по идее, то он был бы топ-1. Потому что ему разница с первым местом всего лишь 30 баллов. 30-35 баллов. То есть, если он эту разницу закрыл бы, то он был на первом. Но и за счет того, что он с русской группой, все равно казахский язык у него это второй, а может даже третий язык, в итоге он все равно не добирает какие-то моменты. То есть, вот такие мелочи сильно влияют. Еще момент, ну, наверное, тоже в пользу русских групп, да, можно сказать. Жаратлыстануда есть сознание. Все равно для казахских групп он тоже сложный. Терминология, как это, да, еще когда связывается внутри, очень сложно. Я не знаю, от чего это зависит. Возможно, подача, да, каких-то материалов не адаптирована слишком под казахский язык, да, более упрощенно, да, возможно. Там может быть слишком много терминов, соответственно. А интересно, вот статистика у тех, кто сдает ЕНТ, насколько разные в физике, вот более-менее предметах, где терминология тоже очень тяжелая. Поэтому мне не нравится экзамен в Касско-Турецкий лицей, в БИЛ, потому что он двуязычный. У тебя вопрос сразу на казахском и сразу же на русском. Потому что, ну, как по мне, в любом случае все эти школы проверяют знания детей. Мы прекрасно понимаем, что в наше время, когда мы поступали в тот же лицей, ну, английским языком мы, откровенно говоря, не владели совсем. То есть у меня в словарном запасе было буквально 3-4 слова «hello» и все. Соответственно, поступив в Касско-Турецкий лицей, за 5 лет обучения английский язык на хороший уровень, на высокий IELTS поднять можно. Но вот именно твое мышление, логическое мышление, знание математики, оно в принципе одинаковое всегда. Соответственно, Касско-Турецкий лицей хорош тем, что он его экзамен хорош тем, что ребенок может сдавать его на том языке, который, даже если ты учишься в классском классе, но у тебя первый язык русский, ты сдаешь его на русском языке. А язык подтянется. То есть за это время обучения язык в любом случае подтянется. Да. Конечно, если ты будешь пересказывать параграф на казахском языке, тебе придется. Ты заучиваешь, пишешь конспект, да, первый вообще. Я помню, у нас, да, Заври Шапай был мощный преподаватель по географии. В конце последней недели, перед четвертью, у нее там мест нету в кабинете, чтобы пересдать, чтобы там на 4, там на 5, извините, это да. Или дать книги Оксфорд. Да, или Кембридж Library, не помню, черный по английскому языку, который нужно было. Там она просто может рандомную страницу открыть и у тебя спросить, там, что там Джон сделал. Если ты ей ответил, идешь на пересдачу. И у меня вот из-за того, что у меня не было какой-то способности к языкам, то есть, окей, английский, казахский было более-менее нормально, но турецкий, на который я фокуса прям не держал, потому что он в аттестат не идет. И когда был же пересказ этих книжек, да, Келоолан и тому подобное, ё-моё, это прям так было тяжело. Экзамен в БИЛ – это самый стабильный экзамен, который я вообще знаю. По-моему, он годами не меняется. Что в этом году поменялось? В этом году ничего не поменялось. Нет, он изменился в прошлом году, если не ошибаюсь. Он чуть-чуть. Наверное, есть какая-то сложность в том, что если, да, проводить параллель с НИШ, да, у них там был, я сейчас не знаю, но раньше точно был отдел, да, конкурсный, соответственно, там всегда они анализировали, да, вот этот анализ проводили, если это сложная задача и мало кто ее решил, они ее убирали. То есть так это работало. Соответственно, ну, как бы для 6 класса, значит, эта задача была слишком. Это где? Это было в НИШ, они так раньше делали. Сейчас, ну, как бы, исходя этого года, не сказать, да, что так было. А в БИЛ чуть-чуть, наверное, сложно угадать, да, наверное, в какую сторону они выберут, да. Либо это строго в математику куда-то, да, либо добавить более задачи, да, логические закономерности больше. То есть такое, единственное, есть вот эти моменты, да, где сложно угадать. Допустим, в том году было очень много составных задач. То есть там, когда дети выходили, они говорили, мы просто там могли не успеть некоторые 2-3 вопроса, потому что там около 10-7 заданий были составные, да, комбинированные задания и комбинированные фигуры.
когда, например, периметр найти, все равно дети же, они же рационально, сложно им оценить, да, там, как это все сделать, и они прям считать начинают. Вот эти моменты. Не знаете, какой момент прикалывает? Когда экзамен, то есть у нас же подготовка изначально только в НИШ идет, а потом, когда НИШ заканчивается, начинает подготовка в БИЛ и в РФМШ. И бывают ребята, которые на этом этапе только приходят. Вот в этом году в Алмате такой опыт был у нас. То есть ребята пришли только в конце марта, не знаю, там за неделю до экзамена НИШ, соответственно, они будут готовиться в БИЛ. И у них был опыт, они где-то занимались в каких-то центрах, и то есть они приходят, и нишские тесты пишут, и набирают там свои 10-40 баллов. Наугад, все такое. Тут начинают писать тестер БИЛа сразу после того, как нишский экзамен закончится. Соответственно, по той же логике наугад все отмечает, и в итоге балл минусовой или нулевой, потому что там же минус 1 балл, то есть за правильный ответ дается 4 балла, за неправильный минус 1 отнимается. И то есть вот этот шок для ребят, то есть особенно тех ребят, которые привыкли просто наугад писать. Понятно, что мы их переучиваем, все такое, но где-то там они не переучивались, где обучались до этого. И вот этот вот первый их контакт с таким форматом, это очень интересный опыт. И даже на экзаменах основных, то есть когда есть общие списки, там же тоже есть, сейчас я не знаю, общие списки есть или нет, а есть, да. В конце вот прям есть, у кого-то минус баллы встречаются до сих пор, то есть даже на основном экзамене, когда ребята туда идут. Ну, то, что меняется ежегодно в БИЛе, в экзамене в БИЛ, это то, что ты никогда не знаешь из 50 вопросов по математике и логике, сколько будет по математике и сколько будет по логике. То есть они всегда на рандом это распределяют. Ну, последние годы более-менее структура пошла, но были годы, где очень большой переклон какой-то в одну сторону. То есть был год, я не помню какой, 18, наверное, где ребята вышли с экзамена и рассказывали, что у них было там 20 подряд арифметических заданий. То есть пример. Что это проверяется, непонятно. Да, и лицей еще с приколом. Вот это, особенно вот этот тест 2017 года, он мне сильно нравится. У них в каждой задаче либо ответ 2017, либо в задании внутри 2017. И сразу понимаешь, что дети еще это замечают. Дети еще замечают это со такие, временем. Этот момент я помню, да, в этом году. Но, опять же, прошаренные замечают. То есть, которые вот много набирали в итоге на экзаменах в НИШ, БИЛ и в РФМШ, эти ребята и говорят, а вот здесь вот, почему так? Вот, что это такое? Ну, как мы понимаем, экзамены вообще разные. Экзамены очень разные. То есть они очень сильно отличаются. И вот приходит родитель и говорит, хочу, значит, я во все 3 школы поступать, потом буду выбирать. И вот что вы им советуете, что вы им говорите? Ну, исходя из того, что, в принципе, наверное, по запросам часто все приходят, мы хотим во все школы, мы говорим, вот у нас есть такая подготовка, да, вот, допустим, если взять, допустим, наш филиал, да, на Экспо, у нас по запросу, если есть ребята, которые целенаправленно хотят готовиться в БИЛ или в ШМШ, мы открываем группу, да, а, допустим, в этом году все говорят, хотим во все. Я говорю, тогда у нас вот такое, да, например, есть, мы готовимся в НИШ, и после уже начинаем готовиться усиленно, то есть вместо вот этих всех языков добавляется математика, логика. И то есть 6-дневный формат обучения также, но все 6 дней только математика, логика и грамотное чтение, в зависимости от языка учения. Ну, мы там его по минимуму добавляем, потому что там у них было в избытке, да, в НИШ, когда они готовились. И этого достаточно им. Поэтому там фокус только на математику, и там они, ну, как бы, хочешь не хочешь, да, они научатся делать какие-то сложные задания. А это реально, если ты готовился, представим, возьмем среднестатистического ученика, в 6 классе он начал заниматься, с сентября месяца. С сентября по март он готовится к Назарбаевской школе по 6 предметам, да, математика, количественные характеристики, естествознание и 3 языка. Потом написал в марте этот экзамен, и у него до следующих тестов, месяц-полтора. Ну, до экзамена РФМШ был ровно месяц, до экзамена БИЛ 40 дней, да. Да. И насколько действительно он может подготовиться к этому экзамену в РФМШ с открытыми вопросами, с ответом только в виде натурального числа? Честно, это нелегко, потому что перестроиться на экзамен, вообще другой экзамен, в котором другие предметы, да, то есть ты отбрасываешь, то есть если говорить про БИЛ, про РФМШ, ты все отбрасываешь, то есть тебе кроме математики ничего больше не нужно, да, ни ЕЗ, ни естествознание, ни казахский,
ни русский, ни английский, ни количественные характеристики. Соответственно, плюс есть сложности самого экзамена, есть структура. То есть, наверное, первые 2 недели этой подготовки мы тратим на то, чтобы ребят познакомить с этим экзаменом, чтобы они тоже его прочувствовали, как его писать. Кому-то нужно пару дней, чтобы понять структуру теста, да, прочувствовать ее и уже инстинктивно начинать двигаться по этому тесту и вот понимать, как нужно распределять время и все такое. А кому-то у кого-то уходит, не знаю, мне кажется, почти все время. То есть ближе к экзамену уже просыпаются и понимают, как это списать. Поэтому это нелегко. Формат экзамена другой. Не у всех ребят это получается. Но точно, если ты планируешь поступать только в одну школу, в любом случае тебе нужно регистрироваться на все экзамены. Да, это очень важный момент. Как минимум ты получаешь опыт, ты находишься в этой атмосфере экзамена и понимаешь, что нужно сделать. А во-вторых, у нас был случай Жалгас, да, Нарымбет Жалгас, мальчик, который готовился к Казахско-турецкому лицею, действительно выдающийся математик парень, но ему почему-то баллов там не хватило, однако в Назарбаевскую школу, к которой он не готовился, он поступить смог. И вот с 28-го места. Ау? С 28-го места. 28-го места. То есть у него была только математика, русский язык, логика. Остальные предметы он, сам ребенок, да, базово очень силен. И тем не менее, если бы он не подал бы документ в Назарбаевскую школу, то он бы, по сути, ни с чем бы остался. Так он учится как минимум в Назарбаевской школе. Это не то, чего он хотел, не то, мы не смогли ему дать того, что он хотел, но тем не менее... Нет, мы его добрали потом. В Казахско-турецкий лицей. Да, И он перешел туда? Он перешел. Его после месяца, как вот объявили результаты, его добрали. Да. И он ушел? Он в КТЛ, да. За него? Да, в КТЛ.